Согласно имеющейся у меня информации, Рамзан Кадыров пока жив. Сложно сделать определенные выводы о его состоянии здоровья, но очевидно, что у него есть медицинские проблемы. Этот факт особенно заметен, если обратить внимание на его внешний вид. Вокруг состояния Кадырова разгорелся информационный вихрь. По одной из версий, это может быть следствием спецоперации спецслужб. Вспомним дезинформацию от Кирилла Сазонова, украинца, который утверждал, что Адам Демельханов и еще около 200 человек якобы погибли вместе с ним. Самое интересное, что Делимханов, похоже, подыгрывал украинской стороне, периодически пропадая и публикуя видеоматериалы с неустановленной датой. Подобное произошло и со спецмятежом Пригожина, который глава ГУР назвал реальным мятежом. На этот раз представитель ГУР Украины Юсов заявляет, состояние его здоровья тяжелое, и это уже влияет на политический ландшафт вокруг его режима и на безопасность режима Путина в целом. Однако такие утверждения, мягко говоря, спорны, как и то, что существует какой-то режим Кадырова, который полностью управляется террористической бандой ФСБ, и это режим ФСБ. Следует учесть, что архитектура режима не зависит только от Кадырова или даже от самого Путина. В случае их отсутствия учреждения ФСБ продолжат функционировать, заменив их другими фигурами. На место Кадырова могут стать Хучиев, Алаудинов, Даудов или Иванов. Или даже кого-то из Европы привлекут, из якобы ичкерийцев, например, Ахмеда Закаева. Также стоит быть осторожным с источниками этих слухов. В этот раз информация о смерти Кадырова поступила от анонимного телеграм-канала с говорящим названием ВЧК ОГПУ, что вызывает сомнения в ее достоверности. Хочу напомнить, что это не война Путина и его марионеток, это война учреждения КГБ СССР, ФСБ и ГРУ, о которой предупреждал еще в 1995 году Джохар Дудаев. К сожалению, не без участия российской агентуры внутри Украины происходят данные события. Также прошу не обманываться интересом этой ситуации, проявляемым не только российской оппозицией, но и теми, кто называет себя ичкерийцами, но на деле являются агентами фашистской России. Они активно поднимают этот вопрос на Западе в надежде устранить Кадырова и захватить его кресло, а также завладеть его финансовым состоянием. Специально для канала Саша Сотник.